И последнее. Декада пожилых людей завершилась в Хангаласском районе. За 10 дней состоялся ряд мероприятий, призванных привлечь внимание общественности к проблемам граждан преклонного возраста. С подробностями Виолетта Засимова. Ежегодно район проводит декаду, приуроченную к Международному дню пожилых людей, в рамках которой проводятся дни открытых дверей в таких учреждениях, как Пенсионный фонд, Агентство субсидий, Фонд социального страхования, МФЦ, Центр занятости населения. В эти дни пенсионеры бесплатно проходят курсы компьютерной грамотности, им оказываются парикмахерские услуги с 50% скидкой и предусмотрено бесплатное обслуживание в городской бане. Неотъемлемая часть декады – оказание тимуровской помощи одиноким старикам, классные часы, беседы в школах о пропаганде доброжелательного и уважительного отношения к людям преклонного возраста. У нас проводится очень много мероприятий. Совместно с Центром культуры Саргыт-Юльгете все вместе охвачиваются школы города Покровск, комплексный центр социального обслуживания. Да? И также новинкой стало, что Центр занятости населения, они дают консультации, как вообще устроиться ветеранам, пожилым людям на работу. В культурную программу декады вошли встречи с известной поэтессой Умсурой, выезд пенсионеров в зоопарк Ортодойду и вечер отдыха для пожилых людей в Центре культуры Саргыт-Юльгете. А в спортивном комплексе «Дворец спорта» состоялись спортивные соревнования под названием «Нам года не беда». Я участвовала в спартакиаде ветеранов вчера и заняла первое место по Хамску. Хоть здесь встречаются пожилые, разговаривают, веселятся. Что дома сидят? Когда ветераны встречаются, делятся своими впечатлениями, это очень хорошо. Они чувствуют себя тогда бодро. О степени цивилизованности общества можно судить по его отношению к пожилым согражданам. Проведение декады позволяет не только заострить внимание на проблемах людей преклонного возраста, но и оказать им дополнительную поддержку, внимание и заботу. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский улус.